Здравствуйте, добрый день. После просмотра моего видео «Воспоминания о Якутске 1965-1971 годов» Нордман среагировал следующим образом. Кто снимал и чья камера была? В 1966 году камера это было очень круто. Надо сказать, что примерно за год до окончания школы я начал мастерить своими руками проекционно-киносъемочный аппарат. Увидев это, отец купил мне киноаппарат «Спорт». Сохранилась фотография моего брата с этим аппаратом. Естественно, я начал снимать своих близких. Сохранилось несколько кадров с моей матерью. А вот кадров с моим отцом почти нету, ибо он вскоре умер. Родной брат матери Илья Иванович, член Союза художников Советского Союза. Сестра Тамара. Брат Алексей. Стал читать книги «Мастерство кинооператора», «Искусство кинорежиссера», а также сборники лучших советских киносценариев. Надо сказать, что на одной кинопленке можно было снять примерно 2,5 минуты материала. Процесс проявления этой кинопленки занимал около 2 часов или более. И самое главное, не было возможности регистрации звука. Поэтому приходилось упражняться на немых сценах, в основном преследование.
Теперь послушайте, как благодаря этому опыту через много лет я написал киносценарий по профессиональному договору и стал членом Союза писателей Франции. В конце 2000 года на выставке искусства Жипто в Париже перед композицией, сделанной мною по теме древних наскальных рисунков реки Лена с изображением степных всадников, остановился в задумчивости серьезный мужчина. Это был Жан-Клод Бадо, известный во Франции путешественник, коллекционер, организатор многих музеев и выставок, журналист. Оказалось, что незадолго до этого он создал со своей супругой, актрисой Кора Дельбос, кинематографическую ассоциацию «Шанс Продиксион». И вот перед моей композицией «Жипто» состоялся разговор о том, что существует много интересных тем для кинематографических проектов, связанных с историей степных народов. Я согласился стать консультантом ассоциации «Шанс Продиксион» по проекту создания исторического фильма об Атилле. Жан-Клод Бадо и Кора Дельбос хотели сами написать сценарий фильма об Атилле, но у них это не получилось. Мне пришлось самому написать роман об Атилле, который бы лег в основу сценария фильма. Так как я хорошо знал историю Атиллы, то мне не представило трудов написать роман объемом 350 страниц на французском языке за несколько месяцев. Потом он был последовательно переведен на русский, турецкий, монгольский, якутский и английский языки. Этим романом заинтересовалась небольшая продюсерская фирма «Агора Медиа», которая в октябре 2002 года подписала со мной договор о написании сценария. В настоящее время этот сценарий существует на французском, русском, казахском и английском языках. Написана также пьеса «Аттила и Аэций». В результате этих творческих усилий я стал в 2006 году членом Союза писателей Франции.